Ради Хабиров вступил на должность главы Республики Башкортостан. На церемонии инаугурации присутствовал и сегодняшний гость программы «Интервью». Прямо сейчас я его представлю. Игорь Нурмухаметов, руководитель регионального отделения ДОСААФ России по Республике Башкортостан. Игорь Нуриманович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вы присутствовали сегодня на торжественной церемонии инаугурации главы Республики Башкортостан. Вот что откликнулось, может быть, в вашем сердце, что бы вы для себя отметили? Ну, это основополагающее мероприятие, конечно, сегодня прошло, дающее, были поставлены задачи на ближайшие 5 лет, которые ставит перед собой Ради Фаритович. Также он поставил задачи для всего правительства и всех жителей нашей республики. Были озвучены планы по экономическому развитию, научному развитию. Был отмечен прорыв в то, что у нас строится серьезный научный кампус, и что он будет достроен и скоро примет уже новых студентов. Ну и центральной линией, конечно, всех вопросов и задач, которые были поставлены, это, конечно, помощь нашим ребятам по СВО, помощь как материальная, имеется в виду, было отправлено 130 конвоев, и они будут дальше продолжаться, так и помощь их семьям, помощь в широком смысле этого слова. Да, основная тема это на сегодня специальная военная операция, но это вполне логично, это соответствует сегодняшнему дню, не находите? Да, сегодня вся страна, ну и наша республика, конечно, полностью включилась в победу нашей России над фашизмом, который присутствует на Украине. Воюем мы, конечно, не только с Украиной, а со всем Западом, скажем так. И, соответственно, мобилизация сил, как экономических, так и людских, это основная задача нашей республики и нашей страны, естественно. Игорь Нуриманович, вы один из инициаторов, один из идейных воплотителей, реализаторов проекта «Рекрут». Он реализуется уже почти месяц. Давайте расскажем нашим телезрителям, в чем его смысл. Региональное отделение ДОСААФ России выступило с инициативой по проекту «Рекрут» и нашла поддержку в лице главы нашей республики, нашего правительства, и начала работу, проект «Рекрут» начала работу с 1 августа этого года. Значит, суть проекта в том, что поддержка волонтеров, не секрет, то, что много людей с нашей республики, не только по всей стране, это, и касается нашей республики, активно включились в поддержку участников СВО, в поддержку вообще линии нашего президента. И в силу ряда причин, те, кто не могут сами принять участие, непосредственно будучи контрактниками в специальной военной операции, принимают участие прилагают посильные усилия. Помимо того, что они ездят на передовую, отвозят гуманитарные грузы, они проводят большую пропагандистскую работу, разъяснительную работу по поводу того, что, что Родину нужно защищать, и если не я, то кто. Вот. И, соответственно, для того, чтобы поддержать их в этой инициативе, то есть, не секрет то, что это связано с определенными материальными затратами, и поездки, и сбор гуманитарных грузов, был создан вот этот проект «Рекрут», который позволяет поддержать наших волонтеров, тех рекрутеров, которые проводят эту пропагандистскую работу, и в размере выплаты от республики осуществляется в размере 50 тысяч рублей. Расскажите, сколько уже было, может быть, таких выдано денежных выплат, сколько людей смогли поучаствовать в этом проекте, присоединиться? Значит, с 1 августа по настоящее время более 750 человек уже приняло участие ежедневно. Причем хочу сказать то, что если в первый месяц мы обработали 490, скажем так, дел, то за первый месяц уже больше 200 с лишним. То есть это за первые 10 дней. То есть проект «Рекрут» набирает только сейчас обороты.
люди, ну, как сказать, проведена большая разъяснительная работа, и то, что такая мера социальной поддержки, она имеет, ну, необходима она, это подтвердило время и подтвердили вот эти результаты. Игорь Нуриманович, расскажите, как можно стать рекрутом? Может ли это? Вот мы сейчас в основном с вами говорили о том, что это волонтеры, а может быть и обычный человек может вот как-то помочь решить этот вопрос? Вот я хотел также акцентировать на этом внимание, что любой гражданин нашей республики, и не только нашей республики, может стать рекрутом, то есть проведя беседу с человеком, который готов заключить контракт с Министерством обороны, и, значит, получив, ну, то есть он принял решение стать контрактным служащим, необходимо обратиться в любое отделение ДОСААФ России, получить, то есть для этого нужно, то есть со стороны того, кто у нас призывается, это только паспорт, со стороны рекрутера, который провел эту беседу и который помог нашим вооруженным силам для того, чтобы человек заключил контракт, нужен только паспорт, ИНН, СНИЛС и данные карты, на которые будут произведены выплаты впоследствии. Процедура занимает буквально 5 минут. И, значит, в течение 7 дней после заключения контракта молодым человеком или немолодым человеком, то есть у нас призываются до 60 лет, вот, включительно. И после этого в течение 7 дней они получают выплату 50 тысяч рублей. Причем эта выплата осуществляется за каждого человека, который заключил контракт. Игорь Нуриманович, вы как руководитель регионального отделения ДОСААФ России по Башкортостану ведете работу еще и среди молодых людей, да, это подрастающего поколения, вот, которые наши будущие защитники. Расскажите, что сейчас делается и меняется ли, знаете, самый главный вопрос, наверное, меняется ли как-то настроение вот в свете этих современных событий, может быть, понимание, патриотизма, Родина, как-то они более такими реалистичными обретают, да, вот эти вот понятия. Да, я хотел бы отметить то, что все-таки вот на фоне специальной военной операции жители, ну, мы работаем в нашей республике, да, сплотились вокруг руководства республики, вокруг той идеи, то, что все-таки вот эта война, она не за горами. И защита Родины – это не такой какой-то общее название, а то, что Родина в опасности в настоящий момент, и что действительно, особенно на фоне курских событий, это может прийти и к нам. То есть, и, соответственно, при проведении и занятий, и при проведении, мы проводим массу мероприятий военно-патриотической направленности, проводим конкурсы, проводим уроки мужества. И на уроках мужества уже присутствуют не те, которые в 1945 году, то есть, и, к сожалению, их осталось мало, а уже молодые ребята, которые приняли участие, которые действительно ощутили горечь утрат своих товарищей, которые на себя ощутили ранения, и что война, она рядом. И то, что без определенного настроя внутреннего ее не победить. То есть в ней не выйти победителем. Поэтому сейчас все вот эти все занятия наши, которые мы проводим, все уроки, мы проводим большую работу и с ребятами, которые проявили сознательность и занимаются по военно-учетным специальностям в наших школах, получают водительские профессии и пойдут вот осенью в армию. Вот. И уже вот даже понимание того, что такое медицина, что такое, как накладываются повязки, как эвакуируются люди, как заводятся машины, как раскладываются в них в случае ранения ребята. Это, то есть уроки изменились кардинальным образом. И отношение, то, что это может с тобой случиться, то есть настраивает и ребят, и если мы проводим открытые занятия, тоже и взрослые принимают участие и понимают то, что это необходимо знать и в этом участвовать прямым образом. То есть вот вы сейчас сказали о том, что как нужно оказать первую помощь, как нужно завести автомобиль, да, если какие-то такие условия, да, нестандартные. Да. И вот эти все уроки сейчас проводятся именно со старшеклассниками, правильно понимаю? И со старшеклассниками, и проводятся в колледжах.
И у нас созданы ДСАФовские кадетские классы по республике, то есть там ребята помоложе, в школах учатся, которые, то есть, и они, одевая форму, то есть внутреннее чувство уже ответственности за себя, за своего товарища, за родину возросло кратно, скажем так. То есть, Игорь Нуриманович, если подводить итог нашему сегодняшнему интервью, именно меняется, в принципе, сейчас как-то наше поколение молодое, и уже меняется, и оно о патриотизме рассуждает уже и на словах, и на деле. Можно так сказать? Это совершенно правильные слова, то есть уже вот ребята, особенно которые у нас проходят по военно-учетным специальностям, они понимают то, что они осенью уходят в вооруженные силы, и им придется, хотелось отметить то, что несмотря на специальную военную операцию, ребята, которые идут на службу, они не участвуют в специальной военной операции, призывники, они проходят год службы, если изъявляют желание, заключают контракт, и они уже относятся к занятиям кардинально по-другому, то есть понимая то, что может так и случиться, что мне придется когда-то и самому принять эту участие, то есть пули свистят не только в 1945 году, то, что это реальная необходимость знать материальную часть, знать, как помогать друг другу, как принимать решения в определенных ситуациях, и к урокам относятся совершенно по-другому, более ответственно и с пониманием. Игорь Нуриманович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о своих впечатлениях, потому что вы были на торжественной церемонии инаугурации главы Республики Башкортостан, но также рассказали о том, как реализуется проект «Рекрут» у нас в регионе и о настроении наших молодых людей, потому что для нас это важно, это наши будущие защитники. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью», и сегодня в гостях у нас был Игорь Нурмухаметов, это руководитель регионального отделения ДСАФ России по Республике Башкортостан. Спасибо, что были с нами.